Жатайские волонтеры – одни из самых активных волонтеров общественного объединения «Добровольцы». Плетение сетей для нас значит много. Пожалуй, самое главное – это защитить наших бойцов от вражеских глаз, от дронов, говорят жатайские общественницы. Мы волонтеры добровольческого движения. Пришли плести сети мы с сентября месяца 2023 года, когда только появилось объявление в WhatsApp, что в ДК «Маяк» приглашаются люди на плетение сетей для СВО. Мы в этот же день, как только появилось объявление, мы пришли. И вот как мы пришли этой группой, так мы и остались по сегодняшний день. Приходили люди еще, но то у них не получалось с плетением, то руки болели. Да, бывает, воспаляются суставы, отеки получаются. Ну, это все по время, это все проходит. А мы вот как работали, так и работаем. Татьяна Валерьевна, вот, Альбина Михайловна у нас, она заслуженный учитель, тоже на пенсии, и Татьяна Валерьевна, и Наталья Николаевна. Есть у нас еще одна, которая в этой же группе, Надежда Григорьевна Юферова, она сейчас болеет. И одна была у нас Ажима, которая уехала. Мы все плели. В прошлом году за год мы сплели 426 вот таких вот сеток. И на сегодняшний день мы сплели вот эти две зеленые и вот начали третью сетку. А это мы сплели ее в пятницу. Это другое плетение совершенно. Помимо того, что мы плетем сети, мы собираем, получаем еще от людей гуманитарную помощь. На Новый год приносили много гуманитарной помощи. Большое спасибо. Завод помогает, и нефтебаза помогает, и наши предприниматели, магазины тоже помогают, аптеки помогают, приносили лекарства. И пенсионеры, женщины, школы, и первая, и вторая школа, и письма пишут, и посылки готовят. Очень много людей, очень отзывчивые, очень много помогают. И есть у нас помимо этого еще надомницы, женщины, которые вяжут носки. Вот сегодня вот эти носки приносила Мария Лихачева, 10 пар носков принесла она, и Наталья Николаевна. Она за это время, что мы плетем сети с сентября 2023 года, связала 84 пар носков. Вот это вот сегодня она еще принесла 2 пары носков, 84 пары носков. Ну, это я вот такие тоже, это плела. Сегодня принесла одну пару для нашего бойца, ну, который получил ранение. Сейчас он находится в отпуске на 46 суток. Ну, для него, лично для него принесла. Вот. Хочу сказать, что помимо благодарности движения, это наша создала, конечно, Архипченко Светлана Ильинична. И ей большое спасибо, на нее такая большая нагрузка. Она нас обеспечивает всем, мы ни в чем не нуждаемся, мы только готовы то, что делаем. Сети нужны, сети, шнуры для плетки нужны, шнуры, сподбоны эти нужны. Она все абсолютно достает она привозит, а не только мы вот готовую продукцию потом сдаем. Татьяна Валерьевна работник ЛОРПа, ветеран труда, и она очень ответственная, очень скрупулезная, трепетно относится с такой тревогой: ой, вдруг что-нибудь не так, ой, да что-нибудь не так, ой, надо, чтобы это было четко, чтобы это было, это только что помогло. И каждый день, когда мы приходим, конечно, вытаскиваем этот стояк сюда на середину и начинаем плести, у нас первое слово, чтобы помогло, чтобы это было в защиту наших ребят, наших бойцов. Только что помогло. И заканчивая работу, конечно, мы опять также благодарим Господу Богу за то, что дал нам силы и возможность сплести, прийти, сплести и трудом своим как-то помочь нашим бойцам, помочь нашей Родине. Родина наша, она попала в таком положении, оказалась. Она защищает нас, мы должны помогать ей. Альбина Михайловна – заслуженный учитель. Альбина Михайловна 78 лет. Но она у нас умничка такая. Она, когда был мороз, 52-54 градуса мороза, так как у нее нога болит, она очень долго идет. Но в такой мороз она долго идти не могла, но пропустить, не прийти, не плести. Но настолько она ответственна, что она не могла этого делать. Она нанимала такси. По Жатаю у нас такси было 150 рублей. Она 150 рублей сюда до ДК, и 150 рублей потом назад она вызвала такси и уезжала домой. Но она приходила и плела.
очень ответственная тоже, молодец, и она переживает. У нас у каждого кто-то есть там в СВО. Но если не с родни, то соседи кто-то. А я вообще родом оттуда, из Донецка. Я школу там закончила и приехала вот в Якутию. Около 40 лет я вот в Якутии нахожусь. Якутию люблю не меньше, чем... Я там в детстве не столько помню, допустим, то, как было, кроме своих родителей. А здесь я столько лет прожила, я Якутию люблю больше, чем ту малую родину свою. Наталья Николаевна, мы все возрастные, наша группа, получается, она вся возрастная. Мы все пенсионеры, все возрастные. Но так как мы в то время родились, когда у нас было, мы воспитывались на том, что человек человеку друг, товарищ и брат. Вот мы вот по поводу этого друг, товарищ и брат, мы этому придерживаемся. Сейчас взгляды, может быть, поменялись у молодежи, но молодежь тоже очень ответственно относится и очень много помогает. Много помогают. Спасибо всем, низкий поклон за то, что они так относятся. Бездушных людей нет. Много хорошего делают. Ну, не знаю, девчата, может, скажут пару слов. У каждого есть семья. У Альбины Михайловны, по-моему, племянник, насколько я помню. Кстати, вот сейчас Люба показалась и ушла назад. Она нам постоянно режет ленту, готовит нам фронт работы. Потому что мы целыми днями плетем, резать нам некогда. Она вот здесь работает и пробегает, она берет бобину эту, идет вниз и работает, и режет ее, и работает, и режет, и приносит, складывает нам в ящик. Мы утром приходим, а у нас уже в ящичке там готова есть нарезанная лента. Ну, как сказать, что люди не помогают? Ну, помогают, все помогают. По мере своей возможности помогают все. И я желаю моей России, моей огромной Родины, процветания в дальнейшем и мира, чистого неба над головой и мира всем на земле. Вот у нас наша волонтер тоже, Ирина Владимировна Корзнякова. Она у нас работает медсестрой в стационаре в больнице, но в свободное свое время нарезками сетей, которые плетутся для кикиморы, индивидуалка, сетки, и ими занимается только она. Она отсчитывает ячейки сеток и режет, эти сетки режет только она, потому что эту работу выполнять кроме нее не может никто. Она ювелир в этом деле. И так же само, когда у нас, это сейчас у нас готовые ленты, а раньше нам привозили ткань. И эту ткань мы отмеряли и резали ткань эту. Так вот, этим занималась тоже она. И когда привозят нам широкие ленты, приходится резать для того, чтобы делать с нее гирлянду, чтобы вязать эту для индивидуалку. И эти гирлянды тоже режет она, потому что, ну, вот так природа в нее вложила, что только она может это делать. И у нее очень красиво и хорошо получается. Вот. И помимо этого у нас еще есть волонтер Оконечникова Лилия, которая работает в детском садике «Василек». Но в выходные дни она приходит, она также приносила очень много гуманитарной помощи, лекарств. Она покупала лекарства и приносила, оказывала большую гуманитарную помощь. Есть у нас еще волонтер, но она не включалась она в группу волонтера, но она приходит постоянно, каждую субботу. Аня Щеглова. Она работает бухгалтером в первой школе. Ну, так как опять они рабочие, они работают, она приходит каждую субботу. Каждую субботу она приходит и вяжет. Она с самого первого раза сразу поняла метод плетения сетей, и очень хорошо и быстро она плетет. Светлана Кистенева, вот у нас еще была, Евгений, он взял и убежал. Муж и жена, оба они у нас волонтеры. И оба работают. Евгению постоянно привозит нам материал для работы. Сетки, вот эти же сетки, они большие, тяжелые, он нам привозит. Он привозит нам ленты эти, спанбоны.
Он привозит нам шнуры. И когда у нас здесь готовая продукция, там конфеты, лекарства, носки, чтоб ни было, что люди и одежду приносят, там теплое белье, там футболки, это, ну, все, даже балаклавы, все приносят люди. Вот все он увозит в город, потому что нанимать машину мы же не можем нанимать, а вот у нас есть такие волонтеры, которые возят, помогают в этом. Если нужно подремонтировать стояк, бывает из-за натяжки сетки ломаются стояки, прогинаются, ломаются. Но здесь, конечно, нужен мужчина, и вот Женя помогает во всем этом. Я хочу вам сказать, что мы все-таки дети наших дедов, отцов, матерей, и те, кто войну прошел. И мы воспитаны так. Мы не можем стоять в стороне, когда вот случилось такое. И мы, естественно, мы пришли помогать то, что мы можем сделать. Конечно, мы в возрасте, но очень приятно, когда приходят молодые, очень приятно, когда помогают молодые. И я считаю, это надо воспитывать. У нас же в школе это было, в школе патриотизм. У нас и зорница, у нас и стрельба, и военное дело. Я считаю, что это нужно очень. И, конечно, хотелось бы, чтобы наступил мир на планете Земля, и быстрее бы все это закончилось. И пусть ребята знают, что мы будем до последнего с ними. Мы их ждем, мы их любим. Я, в общем-то, всегда думала, что я, хоть и пожилой человек, я обязательно должна помочь. Потому что все годы моей работы было, что я делала для кого-то. И поэтому, конечно, там на фронте много моих ребятишек. Сегодня вот смотрели фотографии, наши же тайские ребятишки погибли. И много моих ребят, которых я была классным руководителем. Конечно, без слез такое не посмотришь. Я знаю, что с нашего поселка много ребят ушло. И вот посмотрите, какой маленький наш поселок, всего 9 тысяч человек, а у нас 20 ребят уже погибло. От этой войны призвали где-то 150, по-моему, ребят. Очень тяжело, конечно. И помочь уже не надо, конечно, чтобы скорее был мир. Я пришла около 2 лет назад, получается, а в Жатае я проживаю около 3 лет. Да, я увидела это в группе объявления, пришла и с того дня вот начала ходить. Помогать надо. Я из такой семьи, что у меня дедушка воевал в Чапаевской дивизии. Да, был в последнем бою Чапаева. Мама моя на Брянщине во время оккупации помогала партизанам, ветеран тыла. Вот, они там продукты носили, она еще школьного возраста была, продукты носили. Ну, очень многие в семье воевали во время Отечественной войны. Ну, а как нам? Мы жили в хорошее время, у нас не было войны. В общем, вся молодость, все прошло, это у нас как бы. А вот тут такое наступило, как не помочь? Помочь надо. Поэтому вот пришла и помогаю, как могу. Днем сети плетем, вечером носки вяжем. Уже говорили, что я связала больше 80 пар носков. Где сама покупаю пряжу, где со штаба привозят, кто-то люди приносят. Ну вот так вот миром помогаем. Ждем победы, быстрее бы мир наступил. Заплетая каждую ленточку, волонтеры Жатая молятся. Кто-то думает о том, чтобы их сеточки скрыли, уберегли ребят от злых глаз, вплетают тепло своих рук и сердца. Добрые дела нужно делать молча, уверены жатайцы. Но есть вещи, о которых нужно говорить, чтобы подавать правильный пример, особенно для молодежи. Поэтому о необходимости помощи специальной военной операции женщины рассказывают и зовут в свои ряды других добровольцев. Нашим бойцам, конечно, мы желаем скорейшего выполнения задания своего по СВО. Желаем, чтобы они сохранили свои жизни. Мы для этого и плетем эти сети, чтобы они сохранили жизни их. Очень больно и обидно, когда
приходит вот это известие по поводу погибших, их мы вернуть уже не сможем. Но плетя эти сети, мы надеемся на то, что мы сохраним еще жизни многим нашим солдатам. Желаем им скорейшей победы и возвращения домой целыми и невредимыми. И еще мужества, мудрости, терпения нашему президенту Владимиру Владимировичу. Ему, наверное, тяжелее всех на данный момент. Ну, а тыл был всегда в любые времена. И мы тыл для наших ребят, для наших бойцов. Без тыла им никак нельзя. А нам без них. Мы, женщины, даем жизнь детям. А бойцы эти наши дети, которые только выросли, они стали взрослыми. Поэтому мы должны все равно беречь их жизни, потому что мы же им жизнь давали. Мы должны беречь жизни их. Вот мы и пришли, помогаем, как можем, чтобы сберечь их жизнь. Самое главное, чтобы остались живые, чтобы возвратились домой живыми, чтобы был мир. И чтобы, конечно, победили обязательно. Ну и они, конечно, победят. Это уже победа будет за нами всегда. Пусть они будут здоровыми, скорее домой возвращаются к нам. Здоровья им всем, большого и мужества. Они и так мужественные у нас. Желаю всем, чтобы побыстрее мир наступил, чтобы победа была за нами. Она и так за нами будет. Ну вот и мы и помогаем.